торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Здесь раньше ГАИ стояло постоянно, потому что запрещенное место для парковки. Места на обочине всем не хватало, рассказывает управляющий храма. Теперь для автомобилистов свой заезд с отдельной парковкой. Туристы из Челнов одни из первых оценили новую площадку. Парковка очень удобно, подъехали, свободное место. Занимаются благоустройством, это видно, этой зоны, и улучшается с каждым годом. Как мы видим, территория парковки очень вместительная. Одновременно здесь могут припарковаться до 20 машин и 6 туристических автобусов. Удобно теперь и пешеходам. Общую дорогу разделили на две части. Установили светофор, пешеходный переход, а главное, построили вот этот тротуар. Идти вдоль обочин, опасаясь за свою жизнь, больше не нужно. Дорога к храму стала безопасней. В выходные и праздники увидеть одну из жемчужин Казани приезжают до 2000 человек. Для тех, кто на общественном транспорте, появилась остановка. Максим Никаноров из Ростова. Сегодня он из центра Казани до Аракчино доехал за 20 минут. Задумка хорошая такая, объединить все религии в одном месте. Ну тут, в принципе, в Казани постоянно идешь, тут мечеть и... Мирное соседство, получается. Чувствуется, что вот не хватает такого... Незавершенности. Да, завершенности не хватает, да, глобального такого подхода. Вот, очень интересно, там проекты, которые есть, конечно, было бы здорово, если бы это все было реализовано. Нам главное здесь закрыть, чтобы дожди и снег не попадали. Возведение храма не заканчивается после смерти его создателя Ильдара Ханова. До сих пор восстанавливаются и залы, которые пострадали после пожара. Мечта его близких – благоустроить набережную Волги. С 1993 года Ильдар Ханов еще планировал тогда здесь сделать причальную часть, чтобы могли на маломерных судах причаливать сюда люди, туристы летом. К новогодним праздникам вход в храм перенесут к железной дороге. Появится и новый буддийский зал и музей-мемориал основателя храма. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.